Здравствуйте, ребята-дошколята! Сегодня мы покажем вам сказку Соломонии Пылаевой «Страшная мышка». Жила-была мышка по имени Пишка. Уж очень она любила всех пугать. Спрячется под кочку или под листок, на голову положит колючку или мох и давай страшным голосом кричать: «Сунсан, таракан, я страшила великан! Кто не съел кашу-шу, за ногу укушу! Кто молоко не пьет, того конь сожрет! Ух, ступа, голова, летит сова, палец на ногах, рога на боках! А носище-то как пнище! Разбегайтесь, хватит, шумар-шамар схватит!» Мыши пугаются, разбегаются, в норках сидят да дрожат. А мышка-пишка выйдет из-под лопуха, лапы скрестит на груди и давай хохотать. «Что, испугались? Это ведь я, мышка-пишка!» Выйдут мышки из своих укрытий и тоже хохочут. Смешно, своей же мышки испугались. Однажды мышки ей говорят: «Ох, умеешь ты страх нагонять! Вы бы так Котофеича испугать, покоя от него нет. Уж больно часто на нашу полянку приходит». «А что, испугаю», — бойко отвечает мышка-пишка. Залезла она на лопух и огляделась вокруг. Где может быть кот Котофеич? А тот лежит на тропинке, дремлет, хвостом пошевеливает. Подбежала мышка-пишка к коту сзади, да и шмук в пустое осиное гнездо. Стала оттуда жутким голосом жужжать, как целый осиный рой: «Верь, не верь, я страшный зверь! Кто тут лежит, от меня не убежит! Укушу за нос и хвост! Уходи отсюда, кот! Разорву до ушей! Не трогай мышей!» Мышка-пишка из осиного гнезда высунулась, да как укусит кота за кончик хвоста, а сама обратно в гнездо шмык. «Мяу!» — заорал кот Котофеич. Стал гадать, кто его за хвост укусил. Увидел осиное гнездо, сунул туда нос, а мышка-пишка за нос его и укусила. «Вот так осы опасно на этой полянке охотятся. Уйду-ка я отсюда подальше». А мышка-пишка вышла из осиного гнезда и слушает, как ее другие мыши хвалят. «Молодец, мышка-пишка, а не можешь ли ты лицу плутовку испугать? Ох, как она нам надоела! Бывает, ночью напролет носа из норки не высунуть. Могу и лису плутовку испугать, правда, я и сама ее боюсь, но и на нее найдется управа». Залезла мышка-пишка под лопух, огляделась и увидела лису. Лежит лиса-плутовка на большом пне, на солнышке греется. Побежала мышка к тому пню и тихонечко под него шмыгнула. Взяла в лупу палицу и давай по корням стучать, да страшным голосом кричать: «Верь, не верь, я страшный зверь! Кто тут лежит, от меня не убежит! Нос откушу, в окрошку покрошу, тебе, лиса, придет конец! Сделаю холодец из лап твоих и ушей, не трогай мышей!» Слышит эта лиса и думает: что это за страшный зверь под пнем кричит, хвостом стучит? Сунула нос под пенек, а мышка-пишка как укусит ее за нос, насквозь прокусила. Отскочила плутовка, по лесу побежала, лапой нос прижала, навстречу медведь. «Что это ты, сестрица, лисица, слезы льешь? Что с твоим носом?» «Как же мне не плакать? Какой-то страшный зверь не дал мне на пне полежать. Из-под пня стал шипеть да кусаться. Нос хотел в окрошку покрошить, а из ушей да лап холодец сварить». Удивился медведь. «Кто же это может быть? Никак волк. От него всякой пакости можно ожидать. Пойду пожурю его». А волк как раз навстречу идет. «Что же это ты, кум волк, лису обидел?» «Как обидел? Я ее сегодня еще не видел», — ответил волк. «А какой же тогда страшный зверь под большим пнем?» — удивился медведь. «Давай вместе сходим, кто там прячется, посмотрим. Может, двоих-то не съест?» Пришли к пню, гаркнули: «Кто здесь?» Мышка-пишка испугалась, к корням пня прижалась, пикнуть не смеет. «Ну-ка, кум, помоги, опрокинем пень, да посмотрим, кто там», — сказал медведь. Разом взялись медведь да волк, опрокинули пень, а там маленькая мышка сидит.
Ты что ли зверей пугаешь да кусаешь? Я, тоненьким голосом пискнула мышка. Медведь и волк стали смеяться, по траве валяться. Лиса обо всем узнала и тоже захохотала. То-то было весело, и мышки долго смеялись, за животики держались.